Эта девушка родила уже не дышащего ребенка, забрала его из роддома домой и целых 10 дней жила с ним, будто бы ничего и не произошло, снимая это все в ТикТок. Она его укачивала, переодевала, ложила в колясочку, делая вид, что она с ним гуляет на улице. Вот здесь вот можете обратить внимание на ручки младенца. И все вот это происходило при ее старшей дочке, которой где-то 5 лет. На прогулке она прямо вот так вот с ним фотографировалась, делая вид, что она радостная, возможно, она и была радостная. Из роддома она забрала младенца по той причине, что в роддоме не было места для того, чтобы поместить его в морозильную камеру. Я, в принципе, не знаю, как ей все-таки отдали ребенка на целых 10 дней, даже с учетом того, что не было места в морозильной камере. Если честно, я знаю, что очень много хейта льется на эту девушку, потому что считают, что это ненормально, но я во всей этой истории вижу ненормальное только то, что она все это делает при своей старшей дочке. Все остальное, то, что она делает, мне лично не кажется странным, потому что самое страшное, что может быть, это родить уже не дышащего ребенка, согласитесь. И если она таким образом, побыв с этим младенцем 10 дней, успокоит свое психологическое состояние и всю свою последующую жизнь будет более-менее нормально существовать, жить, то почему нет? Да, я соглашусь, что это странно, и в принципе так быть не должно, но если ей ок, то ок. Во время беременности ей, в принципе, давали неутешительные прогнозы и говорили, что ребенок, скорее всего, родится такой. Но она снимала видео на последних месяцах беременности, где ребенок толкался. То есть я думаю, что у нее все-таки была надежда, что все будет хорошо. И в последний момент эта надежда просто оборвалась. А вы что думаете по этому поводу, можете написать в комментариях. Если что, в конце концов, она все-таки похоронила своего ребенка, не переживайте.